На помощь окруженному в Ханкале отряду внутренних войск так никто и не пришел. Войска, которые по договоренности с Горбачевым, Баранниковым были направлены в Беслан, должны были маршем пройти через Назырянь и войти в Грозный. Но они доехали до Назырани. Ингуши несколько самосвалов свалили на дорогу, щебенки. Так? Собрались женщины там вокруг этого места. И дальше ехать нельзя, нужно давить людей. То есть полностью не выполнили приказ. Мы, когда разговаривали с Борисом Николаевичем Ельциным, он, кстати, убыл в отпуск, да, и мы договорились, что как бы весь удар я буду принимать на себя, потому что я выступал, докладывал на Верховном Совете, и мне было отказано о введении чрезвычайного положения. Ну, как бы я ослушался, да, Верховный Совет, ослушался президента. Шанс утвердить указ о чрезвычайном положении на Верховном Совете все-таки был. Была даже создана специальная согласительная комиссия. В согласительной же комиссии был Костоев, депутат от Чечни. У него одной руки не хватало. Он, очень уважаемый был. И я тогда впервые, помню, сильно поругался с Рудским. Когда он, не скрывая своих эмоций, говорил, что уже президент ввел, а вы тут миндальничаете, и этих черножопых надо всех давить. Костоев резко вскочил, хоть и с одной рукой, и говорит: вы подбираете выражения, хоть вы вице-президент, на вы. И я вообще одной рукой могу драться и так далее. Тут мне пришлось вмешаться, я сказал: действительно, вице-президенту надо знать, когда он что говорит. А он говорит: а я сейчас не вице-президент, а я сейчас как мужчина, я очень возмущен. Я говорю: ты даже на унитазе должен помнить, что ты вице-президент везде и всегда, потому что ты вице-президент России, тем более в этом. Согласительная комиссия разругалась еще сильнее. И в конце концов, из-за этого инцидента, в основном из-за этого эмоционального инцидента, согласительная комиссия в конце концов дала рекомендацию не утверждать чрезвычайное положение. Лучшего подарка для инаугурации президента Чечни, чем такое чрезвычайное положение, просто трудно было придумать. Тудаев проявил великодушие. Спецназу даже оставили оружие. Всех во главе с генералами посадили в автобусы и выпроводили из Чечни. Колонна шла по дороге под свист, улюлюканье и стрельбу в воздух ликующей толпы.